Очередной выходной день и временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров снова в рабочей поездке по республике. На этот раз глава региона отправился на северо-восток, в Кигинский район. Кигинский район граничит с Белокотайским, Мечетлинским, Дуванским и Салаватскими районами Башкортостана, а также с Кусинским и Саткинскими районами Челябинской области. Ради Хабиров начал рабочую поездку с центральной районной больницы села Верхние Киги. У нас 9 корпусов вот, разбросанных. Сейчас вот покажем вам сначала поликлинику, потом круглосуточный стационар. Это поликлиника? Это поликлиника, да, на 385 посещений. Плюс нашей больницы в том, что у нас все участки заняты врачами, все 8 терапевтических участков, все педиатрические 5 участков, везде есть врачи, доктора принимают. Проблемы по кадрам, конечно, есть, у нас не хватает узких специалистов, как и везде. А терапевты, педиатры есть, да? Есть полный, 100%. Да, то есть, если кто-то заболел, сразу запись и... Да, в этом проблема нет. А узкие специалисты кого не хватает? Эндокринолог, кардиолог, невролог, лор-врач. Хирургов? Двух хирургов не хватает даже. Но они, по крайней мере, есть хирурги, есть анестезиолог? Есть 2 анестезиолога, есть 2 хирурга, по штату должны быть 4. У вас какая динамика за первый квартал? У нас пока нулевая, но мы... то есть вы вниз тоже не упали, да, по крайней мере? Нет, но встречались с нашими выпускниками, 2 целевика приходят, плюс 2 у нас в ординатуру тоже с нами соглашение заключат, и еще 2 врача, детских врача, которые должны нам приехать. Ну, где-то будет... А что им дают? Что дают? Вот сейчас покажем на территории, у нас есть 25-квартирный дом, который только для врачей. То есть у вас там есть... 2 квартиры пустуют. А еще какие меры там? Садик или что-то вы им даете? С садиком вообще проблем нет. Земельный участок мы готовы предоставить. Уже А построили. как запись у вас осуществляется к врачу? Запись у нас осуществляется через колл-центр единый, также осуществляется непосредственно через регистратуру, также через можно... информат и госуслуги. Вот все работает? Работает, да. А вот какой самый долгий? Кому попасть долго, например? Хирургам, потому что у нас один хирург совмещает, то есть работает в отделении, больных курирует, оперирует. Второй хирург, вот, конечно, большая сколько вот очередь. времени, чтобы ему там к нему попасть? В день мы принимаем у хирурга по живой очереди, с утра до позднего вечера он сидит. То есть нет такого, чтобы человек остался на второй день. Такого не бывает. Но очереди есть. Очереди по часу, есть, да. по 2 иногда сидят. Да. Людей это, конечно, раздражает, но только хирургу. Педиатрам нету, терапевтам нету. Хотели бы показать наши старые аппараты УЗИ. Ну давайте, покажите. Видите, тут сборные своими силами. Монитор от компьютера обычного. Сам аппарат уже трижды выработал свой ресурс 2006 года. Он у вас в районе единственный или больница? Второй еще есть. там Он еще хуже. Еще хуже, да? Да. Тот постоянно на ремонте, его тоже покажем. 2 аппарата УЗИ просим. Также желательно бы поменять стомат-установки. Ну это вот везде, во всех районах. Потому что уже двукратно, трехкратно изжили свой ресурс. Вот. 8 стомат-установок, 8, если возможно. Просто пометьте, я пока сразу нет решения, что проблема 8 установок стоматологических, это везде. Это везде, да, вы уже поднимали это. Но все-таки жители получают помощь стоматологическую. Получают. Мы ремонтируем. Не надо никуда ездить, куда-то там. Нет, все здесь. Вот это жилой дом для врачей? Да. 25 Сколько квартир здесь? 25 квартир обустроенных. Ну нет, а вот наличие сколько у вас свободных есть? Сейчас 2 квартиры. то есть врачи приезжают? Да, мы их содержим, хотя просят, конечно, другим дать, но только для врачей. Служебное жилье. Приватизации не даем, хотя тоже пытаются. Ну, может быть, условия какие-то поставить лет через 10 или как-то? Ну, хорошо, мы подумаем. Нет, Допустим, 10 лет отработали. Да. Пожалуйста. Ну, просто тогда вам надо понимать, за это время надо закладывать где-то еще один дом. хорошо. Шавлевич, я же сказал, вот если вы будете инициативно это делать, то мы будем деньги на это давать. Все? Ладно? Понятно. По бюджетным пунктам у нас психиатрическое отделение на 80 стоит 30 коек. Психиатрическое где?
Они разделены вот в этих корпусах на 80 психиатрии, 30 психотерапии, 15 коек наркологии, 5 коек паллиативного, так называемый бюджет. И есть собственные на свой район по УМС. Такие стандартные отделения, как хирургия, терапия, детство, инфекция, гинекология, неврология. И у нас, знаете, проблемы со светом. Очень тяжело оперировать. Стол был поставлен тоже, это в 2009 году. Заменить надо, да? Да, Она да. дорого стоит, что ли? Около 4 миллионов она стоит. Лапароскопического оборудования Да, нет. хотя у почему нас хирурги врачи- бегут, скажем так, Да. или увольняются, уезжают в более крупные больницы, потому что там есть возможность работать эндоскопическим оборудованием через... А у вас У нас врачи-то такого есть, нет. которые... Я работаю. А вы, да? Хирург, нет? Да, заведующий. Главный врач долгие годы. Сейчас на пенсии, но работает. Алексей Штальман. Ничего, справляемся. Говорим. Эндоскопическое оборудование, если постоянно будет, Обязательно. обязательно? Да, обязательно. Люди есть, и вот это Есть желательно, да? специалисты есть. У нас здесь в Одессе очень много делаем операций. На Венах тоже много, сейчас сосудистые много делаем. Сосудистые делаете? А что делаете сосудистые? У женщин, как всегда, вены. Вены, вот эти вот, Особенно вояки, учительницы, у них за профессиональная болезнь. А как вообще с диспансеризацией у вас здесь дело обстоит? В прошлом году 100%, 3229 человек было, 100%. А как вы делаете? Вы по субботам делаете или бригада выезжает? Или Бригады. Мы целенаправленно по графику выезжает терапевт, стоматолог. ФАП куда-то Да. выезжает, да? Люди предупреждены. Все за один день, за два мы пытаемся, не пытаемся, а делаем как выездная форма работы. Главным врачом 20 лет, чуть больше 20. А медикам вообще здесь? Около 40 лет будет. Люди раньше замалчивали свои стрессы, какие-то там, допустим, уволили безработницы, кредиты. А у вас есть специалист, психотерапевт? да? Есть. Прям психотерапевт? Психотерапевт Один, есть. два или? Один. Вы являетесь межмуниципальным? Межмуниципальным центром, да. У нас все вот соседние районы тоже приезжают. Александр Давидович, Да, я здесь. вот у вас какие показатели интересные, смотрите. Демография у нас рождаемость неплохая. Нет, я вот даже, смотрите, самоубийство получается 21 Уменьшение. было. Да, В 2013 уменьш- году 21 на маленький Да, район, да, был? Да. 15, сейчас вот вышли на 6 вышли, да? В этом году первый квартал пошел, было самоубийство? Не было. Не было. Не было. И вот вы это увязываете с тем, что психотерапевт Да, появился? да. Вот, Люди сначала боялись слова психо, вот терапии не понимали. Мы людей искали, а сейчас в очереди стоят в это отделение, чтобы попасть. Еще вот замечательно хотим похвастаться. Видите, смертность в трудоспособном возрасте тоже вот из года в год мы А снижаем. за счет чего это? Диспансеризация? Диспансеризация, все это помогает. Раннее выявление. Да. Радий Фарич, в это трудно поверить, что психотерапия в деревне. Ну, мне самое главное, цифры очень интересные, что резкое падение с 21 человека погибшего до 6. Да, Это вот что называется работает. Как у вас? Лечат? Лекарства есть? Все есть? Ладно, выздоравливайте, мешать не буду. Питание нормально? Все хорошо. Врачи нормально к вам относятся? Шулайма. Ага, рахмат. Ауырмайсыз өзіңіз, ярым. Давайте. Она скромно стоит. Она уже один раз фотографировалась. Фотографировался второй месяц уже подряд. А где вы фотографировали? Спасибо большое. На празднике, посвященный 8 марта. Вот. Да, очень приятно было. Такой неофициальный формат был интересный. Вот так оно всегда и будет. Спасибо большое вам. Нам очень понравилось всем. Спасибо. До свидания. Хорошего дня. Спасибо. Вот вопрос с УЗИ остался пока открытым. Ну, скажем так, он не открытый. Я приеду, вот вы же знаете, мы когда работаем в районах, мы всегда готовим протокол нашей встречи и подаем поручения. Я с министром переговорю, по сути, я обещал, мы им поможем эндоскопическое оборудование установить. Это опять повысит доступность медицины, все-таки, чтобы люди в Месегутово не ездили. И по аппаратуре УЗИ один аппарат мы им купим для начала, и пусть работает. Но сейчас есть еще большая проблема, это вот с честными, посмотрим. Но мне, вот знаете, вот я что хочу сказать. Я ведь когда езжу
Я сам учусь. Вот сейчас совершенно неожиданно я натолкнулся на одну очень интересную вещь по проблемам самоубийства. С 21 до 6 падений. И у людей есть ясное понимание, почему это происходит. Вот наша задача хорошей практики муниципальной брать и, соответственно, навязывать на всю республику. В ближайший здравчас мы будем это обсуждать. А сейчас идем посмотрим очистные сооружения, то, о чем говорили на здравчасе. Да. Здесь с советского времени вопрос канализации не решен. Очистных сооружений нет. Это ведомственный объект. Если проектировать в целом по КИГам, то мы, наверное, уйдем года на 2, на 3. А если только строить локальные очистные сооружения, Минздрав выделил уже 2 миллиона на проектные работы. И если строить локальные, блочную поставить, ну где-то в этом году уже можно даже реализовать объект. И будет он стоить около 10 миллионов. Мы так и просим разделить, да, потому что тут уже все, потолок, предел уже терпения уже у людей. Да. Давай вот сюда. Готов? Готов? Да. Тащи. Давай сюда. 3 раза, ладно? А вы что, приведете? Гол! 1-1. Что там? Давай я. Все, готов. Молодец. Давай еще раз. Не снимается, что ли? Снимается. Здорово. Здорово. Вот это вот наше болото. Вот это все переливается на частной территории. Здесь предписание Роспотребнадзора. Вот, и Но это не все фортикальные стоки, это еще грунтовые воды. грунтовые воды. Да. Сейчас весна, потому что. Понимание есть. Понимание есть. Как поручение я оформляю. Мы поможем, это ведомственный объект, а Министерство здравоохранения уже этим занимается. Это будет локальное очищение. Да. Когда вы успеете все это сделать? Ну, если сейчас они быстро спроектируют, то в текущем году можно уже успеть. Успеете сделать, поставить. Радик, Да. что с канализацией все же здесь? Все уже проектируем, сделаем. Вот Михаил Юрьевич поручение получил зампремьера. Постараться сделать в этом году. Нижние Киги, Кигинский район. Сельская врачебная амбулатория. Ради Хабиров в рамках рабочего визита едет и туда. еще раз. Они у нас уже были в центральной районной больнице. Да, конечно. Вот машина, новая эта машина? Это новая, да, Новая, вот, да? которую вот в декабре получили. Аптека работает. Аптека работает, Ага. вот аптека филиал. Рабочая, да? Да. Как будто вы знали, что вы придете. Заводится? Заводится, все прекрасно. Как техника? Нормально? Нормально? Сколько машин получили? Ну, здесь 2 машины получили, да? Для нижних кибов одна машина. Вторая машина стоит ЦРБ. Ну, оформление, вот начинка нормальная, да? Начинка нормальная, все по стандартам и приказам Минздрава России. Еще не опробовали, я вижу, да? Ну, какие-то вещи уже пробовали, когда вот в тяжелых больных везем, конечно. Да. Здание Нижнекигинской сельской врачебной амбулатории 82 года постройки. Строилось как типовое здание для детского сада. Тут у нас есть 5 паллиативных коек и 7 коек дневного стационара. Ну, я видел, да? Чуть ли не 70-х годов.
А вы? Это врач-стоматолог. Да, я там работаю. 30, наверное. Ну да. Все время здесь? Нет, это здесь 6-7 год. После декрета. Но у вас расходный материал, что, как вообще? Ну, все нормально. Расходный материал есть? Есть. Киках берем. Киках, Да. Вот просто вот я говорю, вот я сторонник светлой краски, вот, ну, чтобы веселее было. Вот. Мы Зачем красить? готовили. Готовите, да? Да. Вот скажите, сейчас же, насколько я помню, сейчас же разделили детский стоматолог и взрослый. А с детскими как вы поступаете? Детский стоматологический прием у нас ЦРБ ведется. А, в ЦРБ, да. То есть Но здесь детей нет, да? Если, да, совсем острые боли, в ночное время, еще что-то, да, они мы приходят. принимаем. А вы сами здесь У живете, нас, да? Да, они тут же проживают. у нас как бы по острой боли смешанный прием. Они смешанный. никому никак не отказывают, да, приходят. Ну, по школьной программе, школьной стоматологии мы уже участвуем, и нам выделены средства. Ну, то, что мы запустили. Да, все. Во второй школе у нас Просто будет. там ремонт хороший сделал, чтобы дети заходили и, ну, вот сюда зайдешь, уже озираешься, что-то. Боец. Да. Спасибо. Да, спасибо. Вы медсестра, да? Я медсестра. Педиатрический факультет в прошлом году закончился, сразу прибыла. Вы сами с Кидинского? Да, из Киринского района. Вы домой вернулись? Да, получается. Жилье предоставили. Помогает главное? Да, вот помогает, уже квартиру предоставили. Ага. Так помогает, больница помогает. С удовольствием, да, А вы возвращается. вот буфет учились, да? Да, БГМУ закончила. БГМ закончили, да? Да. Ну, молодец, что вернулись. А родители здесь у вас, нет? Да, здесь папа врачом работает, мама пенсионерка. просто. Детей много вообще, да? Ну, более 800 детей. Да, А вот вот беременных женщин у вас на каждую сколько сейчас? сейчас на данный момент около 15. 15 есть Да, все-таки, да. да? Такие? Ага. Но патологии нет, все нормально? Да, все хорошо. Всё. Да, гинекологи наблюдают детей, Ага. все нормально в этом плане. А рожать не Сигутова или отца? Рожает Месигутова, да. Не ворчат немножко? Ворчат немножко, но они же привыкли раньше. Да. Нет, все-таки лучше туда. Там раньше же дороги не было, ничего не было, авто не было нормальной техники. И все-таки там надежнее, врачей больше, и любую. У него вон русских специалистов-то не хватает. Лидия Григорьевна. Да. Вот вы врач. Вот. Давно работаете? Я 40 лет. Я с 80 работаю здесь. 40 лет. Ага, да. Спасибо Присутствую в этом большое. зале. Да, спасибо большое. Вы, наверное, получается, здесь вам приносили маленьких детей, да, потом вырастали, наверное, рожали, они Да, приходили. я сначала педиатром работала, потом... Ага, то есть вы всех знаете, Да, да? и потом терапию переехала. Ладно, а лекарства есть у вас? Все достаточно, нет? Ну, лекарства есть. Ага. Таких вот особых проблем у нас нет. У нас ремонт, вот ремонт нужен. Ремонт, Да, мы сейчас покажем, да. Ну, мы вот и приехали посмотреть это. Они приходят, прокапываются и уходят, И да, уходит получается? домой. Еще кроме этого на втором этаже есть 5 коек паллиативного отделения. Там они круглосуточно пребывают. А там что? Ну, то есть они там... Паллиативные, да. Это больные, которые требуют ухода в основном. постоянно. Это онкологические больные, Тяжелые больные, которые требуют, да. А это, наверное, со всего района? С всего района, бывает да. со всего района. Было, вот в 16 году было двое таких брендов, а сейчас 5, по-моему, да, или 6? Пять. Сейчас Да. 5. А у них финансирование федеральное, да? Нет, Федеральный. бюджет республики. Ой, бюджет. Наш бюджет. Здравствуйте. Как лекарства получили? Лечение идет? Нормально? Нормально обслуживает. Ага. Голодными не ходите? Нет. Ага. Не холодно же здесь, да? Вроде тепло здесь. Тепло. Тепло большое. Ага. А туалет в коридоре, получается? Есть, да. А вы из Кидинского района все, получается, да? Да. Кидинского. Так вот периодически приходите полечиться. Вот, хорошо. Не болейте, выздоравливайте. Что творится у нас вот каждую зиму, вот на это мы запросили деньги на ремонт. Общий нам по СНИПе 3 600 000 уже госэкспертизы прошли.
Все, отдел капитального строительства Минздрава сдали, вот ждем результатов. какие виды работ войдут в эти? Мы на будете, нет? Да, замена окон, Косметика, все прочее. Канализация. Ну, то есть практически все, да? Вот денег может не хватить. А вот крыша вот это вот мало. Здание да. очень большое. Да. Ради Фаридович, там предусмотрена мягкая кровля, но мягкой кровли надолго, я думаю, не хватит. Вот если бы, конечно, денег побольше было, мы могли бы хоть коньком перекрыть или шатром, профнастилом, это уж здание бы сохранилось. Документы, я так понимаю, практически есть? Если вы нас поддержите, мы... Мы решили. Слушайте, я просто думал большие, я уж не могу же все раскидывать. Спасибо. Спасибо, Ради Фаридович. Ради Фаритович, позвольте вопрос. Ну вот мы здесь вот в больнице Нижних Кигов, здесь ремонт нужен? Здесь, да, здесь нужен ремонт. Тут тоже проектно-сметная документация есть. Совершенно очевидно, что востребованное медицинское учреждение, поэтому тоже мы решим. Ну, я вас, конечно, обнять хочу, да? Спасибо вам большое. Спасибо, да, спасибо. Сами не болейте. Мы приняли решение, здесь имплементируем, деньги выделим, все, не переживайте. И спасибо, что вот, я так понимаю, вы же несколько сел. 9 населенных пунктов, еще включая Просто я у главы спрашиваю, что-то людей никого не видно. Наверное, суббота сегодня, да? Нет, мы все Ради Фаридович, 30 совета лечения. Я понял, 11 деревень. У нас, да, 11 деревень. Ну да, это большое. Конечно, конечно. Вот эту больницу не везде сохранить. так. А можно я с вами сфотографируюсь? Ради Фаритович, а вот Кигинский район, если брать в целом в масштабах республики, его удельный вес и перспективы развития? Это небольшой район. Он далеко находится от Уфы, от основных центров наших промышленных. Поэтому этому району надо помогать. Но вот сегодня вот я посмотрел, приятное впечатление. Люди работают, люди настроены позитивно. Надо дать должное медицине. Я видел гораздо хуже ситуацию с медициной, хотя, казалось бы, здесь вот они далеко расположены. Будем помогать, для этого республика и есть, чтобы там оказывать содействие. Мы будем помогать тем, кто умеет это принимать и кто умеет реализовывать то, что мы даем финансовые ресурсы, и те, кто слушает и работает на людей. Вот это ключевая история. Спасибо, удачи. Спасибо. Вам До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания.